Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем момент трагедии в Нижнекамске. По предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение со встречным автобусом. В результате лобового столкновения с автобусом погиб 29-летний водитель «Лады Калина». Расскажем о наезде на пешехода на улице Вахитова в Казани. Водитель не убедился в том, что никого нет на пешеходном переходе, он начал движение. Водитель Део не дал 60-летней женщине дойти 2 метра до тротуара. А также история обмана. Один раз я заплатила, но мне один раз пришло сообщение о том, что я якобы не уплатила. Женщина взяла кредит и отдала деньги мошенникам, чтобы они сами не взяли займ от ее имени. Это и не только прямо сейчас. 29-летний водитель «Лады Калина» погиб сегодня рано утром в результате столкновения с автобусом в Нижнекамске. Он выехал на полосу встречного движения прямо перед транспортом. Избежать столкновения уже никто не мог. Момент аварии был зафиксирован видеорегистратором, который был установлен в автобусе. Судя по записи, водитель легковушки потерял над машиной контроль. На этой записи последние секунды жизни водителя «Лады Калина». Все произошло в 6 утра, когда большое количество людей ехали на работу в сторону промышленной зоны Нижнекамска. Водитель легковушки в машине находился один. От полученных в результате аварии травм 29-летний мужчина скончался на месте. По предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение со встречным автобусом под управлением водителя 1976 года рождения, который двигался со стороны БСИ в сторону Вокзальной. На месте работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства ДТП выясняются. По первоначальной версии, водитель «Лады», вопреки правилам, хотел повернуть налево и съехать с дороги. Все произошло настолько быстро, что водитель автобуса не успел заметить детали. Уже после просмотра записи стало ясно, водитель легковушки потерял над ней контроль, из-за чего машину и выбросил на встречную полосу. Ко всем водителям хочу еще раз обратиться с тем, чтобы максимально соблюдали правила дорожного движения, потому что вот даже сейчас, стоя, наблюдая здесь, есть предписывающий знак движения только прямо, потому что участок очень напряженный. Тем не менее, водители, видя даже, что стоят сотрудники полиции, ДПС, ДТП произошло все равно с нарушением правил дорожного движения и знака поворачивать налево. Эти знаки стоят здесь не зря. Это еще в позапрошлом году было местом концентрации ДТП. Поэтому, пожалуйста, все в наших руках. Нам нужно соблюдать скоростной режим и соблюдать правила дорожного движения. Берегите себя. Причины, по которым водитель «Лады» не справился с управлением, теперь, вероятно, будут выяснять уже следователи в рамках уголовного дела. Лина Знатульна, Алмаз Кашаев, Рафаэль Ракипов. Вызов 112. 60-летняя женщина пострадала под колесами Део Джентра, переходя дорогу на улице Вахитова по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. 21-летний водитель иномарки просто не дал ей дойти пару метров до противоположной стороны проезжей части. И едва автомобилем загорелся разрешающий сигнал, пересек стоп-линию. На то, что на его пути находится человек, который не успел дойти до тротуара, он не обратил внимания. Двигался сзади, то есть непосредственно видел момент наезда. Момент наезда видели многие, но остановились помочь не все. В вечерний час пик на улице Вахитова движение было довольно оживленным. Автомобилисты стояли на светофоре в ожидании зеленого сигнала. По переходу шла женщина, проезжую часть она уже практически перешла. До тротуара осталось 2 метра, не больше. В этот момент сигнал светофора сменился. Пешеход заканчивал переход по пешеходному переходу. Водитель не убедился в том, что никого нет на пешеходном переходе, он начал движение, продолжил движение, он накатом подъезжал к переходу и совершил наезд на пешехода. Двигался водитель Део по полосе для общественного транспорта. Вероятно, женщину заметил только во время наезда. От удара, говорят очевидцы, ее откинуло вперед метров на 10. Водитель проехал несколько метров, остановился, вот где он сейчас стоит. Все, вышел. Машину тут же его заблокировали. Еще один очевидец на своем автомобиле. Я тоже подъехал. Посмотрели на водителя. Водитель адекватный. Уже попытки скрываться там никакой не делали. Пострадавшая 60-летняя женщина рухнула на асфальт. Она жаловалась на боли в правой стороне. Как раз куда и пришелся удар автомобиля. Ей тут же вызвали скорую помощь.
Хотела ей оказать помощь, отвезти ее в больницу, ему не дали, так как трогать пострадавшего до прибытия медиков категорически запрещено, чтобы не нанести большего вреда здоровью. Пострадавшую с подозрением на травму правого бедра и перелом ноги госпитализировали. В произошедшем автоинспекторы усмотрели вину 21-летнего водителя ДЭУ. Он должен был дать возможность пешеходу закончить переход дороги, прежде чем выезжать за стоп-линию. Вероника Гайнудинова, Константин Бушуев, вызов 112. Женщина-водитель Рено пострадала в результате столкновения 3 автомобилей на улице Интернациональная в Казани. Она жаловалась на боль в ноге, но после осмотра медиков от госпитализации отказалась, заявив, что раз перелома нет, то позже сама обратится в травмпункт. Она хотела присутствовать при оформлении ДТП, чтобы понять, что и по чьей вине произошло. Сама помнит только то, что в нее врезалась неизвестно откуда взявшаяся белая иномарка. Мы так лицом к лицу, грубо говоря, машины. Я сам офигел. Несмотря на внезапное сильное удивление, самообладание водитель Hyundai Solaris не потерял и, как говорит, сделал все возможное в той ситуации. Рассказывает, двигался по улице Интернациональная в сторону Мамадышского тракта. До перекрестка оставалось совсем немного, когда перед собой увидел фары встречного внедорожника. Машина на встречку вылетает, я ухожу от удара влево. Какая машина выходит на встречку? Мерседес. Мерседес выходит на встречку? Да. Ага. Я ухожу от удара. Получается, вот по касательного задевая меня откидывает в Рено и туда. В Рено, который двигался ему навстречу, была одна женщина-водитель. Она, как призналась, вообще не поняла, что произошло. Только увидела белую иномарку и почувствовала сильный удар слева. Она же ничего не видела. Как она мне рассказала, тихо, мирно ехала, и вдруг машина перескакивает под ней и ударяет, и останавливается она. Столкновение, рассказывает женщина, было сильным. То ли от волнения, то ли от удара онемела нога. Вызвала скорую помощь. Врачи осмотрели пострадавшую, исключили перелом и предложили проехать в больницу. Но она отказалась. Как оформим, поедем уж в травмпункт, будем смотреть. Водитель Мерседеса не пострадал. От каких-либо комментариев отказался. О его действиях на дороге рассказали его знакомые. Поворачивал, другой ехал. Нет, я не заметил его, когда поворачивал. И он там свою вину признает. Если бы она поворачивала, я бы, наверное, ей вот так бы стукнул. А там получилось по касательной, то есть в колесо. Это логически даже можно картинку составить. Водитель Hyundai также не пострадал, говорит, благодаря ремню безопасности. Автомобиль его тещи теперь не на ходу. Повреждена подвеска переднего колеса. Не на ходу был и Мерседес. Только Рено смог покинуть место ДТП своим ходом. Свою вину водитель внедорожника признал полностью. Иван Сарафанов, Константин Бушуев, вызов 112. О возможной большой потасовке в одном из домов на улице Короленко сообщили в полицию его жители. В подъезде разгорелся конфликт между шумной компанией мужчин и женщин. Соседи забеспокоились, что люди уже начали отмечать праздник, и все может перерасти в большую драку. На место прибыли несколько экипажей патрульно-постовой службы полиции. Один их вид и понимание перспектив поездки в отдел заставил конфликтующих остудить свой пыл. Конфликт на этом был исчерпан, и в подъезде наступила тишина. 61-летняя женщина стала жертвой мошенников в Альметьевске. Доверившись телефонному аферисту, она оформила кредит на свое имя и почти 200 тысяч рублей закинула на так называемый безопасный счет. А он оказался счетом злоумышленника. Один раз я заплатила, но мне один раз пришло сообщение о том, что я якобы не уплатила. После нескольких переводов денег женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Обратилась в полицию и рассказала. Ей несколько раз в день звонили неизвестные и сообщали, что на ее имя кто-то собирается оформить кредит. И чтобы деньги не попали в чужие руки, они настоятельно рекомендовали ей самой оформить кредит. Я говорю, конечно, я не хотела бы, чтобы попало. И вот так вот это пишет, вот это я написала, и в итоге... Какой кредит теперь у вас? 184 тысячи. Звонившие предложили ей перевести деньги на безопасный счет, с которого можно тут же погасить кредит, чтобы не быть должницей. Женщина так и сделала. То, что это был счет мошенников, поняла вскоре, но средства вернуть было уже невозможно. Номер телефона, с которого ей звонили якобы сотрудники банка, был больше недоступен. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Теперь стражам порядка предстоит найти тех, кто звонил женщине, и выяснить, кому принадлежат счета, на которые она перевела взятые в кредит деньги. Иван Сарафанов, Нафиса Минязова, вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.